У нас же в моей квартире, вот, в которой я живу, у нас в 2009 году полностью рухнул потолок в подъезде. Мы еще, мои братья еще через окно не вылазили. Потом приехали, очистили. Потом у нас как бы начал падать, крыша начала падать. У меня тоже фотографии есть, я вам покажу. У меня весь дом стоит в балках железных, вот стоит. Там штук 7, да, подпорки, штук 17 где-то стоит. А где он? Вот, в том доме. Я фотографии могу тоже показать вам. Когда я хранила своих троих, мы реально не было на место ставить гроб, потому что эти везде стоят. И сейчас они нас подожгли, у нас крыша вообще полностью упала, у меня как бы, скажем, небо видно. И они хотят, чтобы мы там жили до декабря месяца. Вам вариант площадь какой? У вас 12 квадратов на человека, да, по идее? У меня решение суда 2010 года есть, у меня 62 квадрата они должны мне предоставить. И Квадрат на квадрат, до сих пор нету. Но у вас дом аварийный, вернее, тут аварийный, да? Да, он аварийный. 60 квадратов, и ваш дом в каком? В 2009-м. Должен быть снесен? В 2010 Он году признан аварийный. В 2010-м, 2011-м, 4-й квартал каждый год нам обещают. Сейчас они говорят, А вот этот дом тоже аварийный, да? На самом-то деле это очень интересный домик. это Он начинается тоже, когда у нас все было признано аварийный. У тех аварийный, и у нас аварийный. Когда надо было, нам приезжала комиссия, составляла это. Все, нас признали аварийным. В какой-то момент должны были попасть в какую-то программу, пытались поджечь сразу нашу. Дверь подперли, подвалили и пытались поджечь. Нам даже потом, после этого, как мы спасли дом, тогда предложили, через месяц мы узнаем, что у нас дом под снос идет. Помните, тогда мы еще собирали, ходили, документы собирали. Потом нас вызывали на этот Хабаров, 202-й, 19-й корпус, там какой-то там жилье. Мы туда приходили, сдавали документы. Наш застройщик отказался. Потом в 2007, вот 2 года назад, подпалили. Как раз закрытие, и на следующий же день сразу же кладовки у нас сгорели. А кто застройщик здесь? Это просто на самом деле, когда мы все пытаемся узнать, кто должен быть, инвестиции, когда вы говорили. должны быть судебные, здесь должен быть суд какой-то, федеральный какой-то объект попадает, все. И с этих моментов у нас тишина и мы сразу перестали быть аварийными, из всех фондов повычеркивали, и как бы мы сейчас существуем, как бы никуда не попадаем ни под какие эти их программы, потому что наш дом не аварийный. То есть если дом сгорит, мы ничего не получим, мы попадаем как погореться и все. На этом все. Вот, собственно, гостиница стоит, полярная звезда. Полярная звезда, да? Вот наша полярная звезда. А дети вот тут у нас вот на помойках. И тут машины. И машин много. И дети маленькие бегают. И где им тут? А теперь вот у нас какой холод страшный. Вот обратите внимание. Вот у нас тут крысы бегают. Это все мы делали. Прогрызли, да, получается? Конечно. Вот это вот отсюда вообще страшно этот выходит, дует отсюда постоянно. Вот сколько мы делали этим, как у нас. Сквозная щель получается. Да. Там, вот здесь, пожалуйста, это мы все латали, потому что там вообще целые эти дыры. Вот посмотрите. Это вообще, как он называется? Все мокрое. Это штукатурка? Ну она мокрая, потому что провалить стена может упасть вообще. После пожара. Это бойлерная, да? Тут сразу мародерство началось, там они жили, вот там свечка, вата, это же ужас. Вот вата, вот как она называется, стекловата. Четвертая. Оказывается, здесь мы здесь живем даже. Пойдемте, поговорим, ни света нет. Можно подняться, да? Можно, но не провалить. Под углом проем идет, да, смотри, вот получается, часть комнаты, получается, Вот, видите, косяк. часть дома ушло в землю. Отец потом тоже лежал в реанимации после этого. 2 недели в реанимации пролежал. А в газете как хорошо писали. Орджоникидзе 25/1 под снос. Чуть ли не получили они уже. Статья была, помните?